создать ее на базе больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева. Это известное травматологическое отделение. Для Ярославской области оно является единым травматологическим центром, куда направляются все пациенты, получившие перелом, как из города Ярославля, так и из других городов области. В этой больнице на протяжении уже в этом году 20 лет существует областной лечебно-диагностический центр остеопороза. И так как он обладает и кадровым, и потенциалом, и достаточным оборудованием, и навыками ведения подобных пациентов, то и служба профилактики повторных переломов была создана на базе этого центра. До начала работы мы считали, что взаимодействие с травматологами у нас налажено очень хорошо, они присылали к нам пациентов для обследования, поэтому мы решили, что вполне достаточно объяснить травматологам необходимость работы в данном направлении, и у нас все получится. То есть врач-травматолог выявлял пациента, анализировал уровень травмы, полученного им перелома, то есть подтверждая низкоэнергетический перелом, он направлял его в службу профилактики повторных переломов к врачу Центра остеопороза. На подготовительном этапе мы также провели большую конференцию для врачей-травматологов стационарного, амбулаторного звена, круглые столы для врачей центров остеопороза. Разработали методические материалы в виде плакатов, брошюр, направления в Центр профилактики повторных переломов, разослали информацию по программе и с этого начали свою работу. Первый этап создания впоследствии мы назвали этап по направлению врача-травматолога. Сроки набора мы решили ограничить полугодом для последующего анализа. Понятно, что работа центра не прерывалась, и наблюдение за пациентами велось в течение 12 месяцев. За это время в центр обратились 187 пациентов. В основном это были больные, которые были направлены врачами скорой медицинской помощи и травматологических отделений, то есть стационара. Спустя вот эти 1,5 года мы оценили свою работу по унифицированному международному опроснику системы лучших служб. Это утвержденный опросник для оценки качества работы служб профилактики повторных переломов. Он включает в себя 13 стандартов, которые охватывают все разделы организационной работы центра, и каждый из них может быть оценен на золотой, серебряный или бронзовый уровень в зависимости от уровня достижений. И когда мы оценили свою работу, оказалось, что большинство разделов у нас были реализованы на максимальный золотой уровень. Все они касались клинических разделов работы, то есть диагностики, дифференциальной диагностики, назначения лечения, наблюдения за пациентами, так как центр был создан на базе Центра остеопороза, где были соответствующие специалисты и навыки. Но целый ряд организационных разделов оказалось, что не достигали оптимального уровня, как бы нам того хотелось. Если посмотреть на первый раздел идентификации пациентов, формально он был выполнен нами на серебряный уровень, что говорит о том, что в учреждении есть система, которая позволяет оценивать, какое количество пациентов обратилось в Центр профилактики повторных переломов по сравнению с общим количеством пациентов, получивших перелом данной локализации. Но когда мы сравнили проанализировали полноту этой идентификации, оказалось, что в центр обращались очень малое количество пациентов с этими переломами и не достигало даже по каждому виду перелома 50%. Следующий пункт, который нас очень тоже расстроил, это сроки оценки после перелома. Считается, что они должны быть минимальны, чтобы успеть начать лечить до предупреждения последующего перелома и повысить комплайнс приверженных пациентов к лечению. Оказалось, что у всех пациентов с переломом проксимального отдела бедра, тел, позвонков сроки превосходили допустимые, то есть это срок 12 недель после перелома. У нас никак не была организована программа по профилактике падений. Инициация терапии остеопороза также не достигала необходимого уровня, так как пациенты после лечения в стационаре должны были обратиться амбулаторно, пройти обследование, после этого прийти в службу профилактики повторных переломов. То есть понятно, что очень многие не доходили за получением лечения, и, соответственно, и цифры были такие, какие вы видите. Ну и кроме того, база данных на
Бронзовый уровень, то, что у нас было выполнено, это локальная база, то есть в пределах одного медицинского учреждения. Поэтому мы решили реорганизовать ряд организационных моментов, то есть в первую очередь мы ввели в штат выделенного координатора медсестру, как и рекомендуют в принципе современные подходы к организации этой службы. Наша медсестра выявляла пациентов по журналам приемного покоя, а затем уже в последующие годы это сейчас делается по базе данных, сравнивала критерии включения в программу, беседовала с пациентом, выявляя у него факторы риска переломов, падений, объясняла, что перелом низкоэнергетический у пациента связан с таким заболеванием, как остеопороз, следила за назначением лабораторных анализов, обеспечивала консультацию врача-специалиста. В случае не тяжелого состояния пациента ему выполнялась остеоденситометрия, и затем через 4-6 месяцев она проводила телефонные контакты с пациентом в динамике для оценки исходов основных и приверженности к лечению. Кроме того, мы ограничили целевую когорту в дальнейшем в нашей работе, так как большинство пациентов направлялись к нам из стационара, мы решили на них и сосредоточить свои дальнейшие усилия. Определили спектр обследования в стационаре, так как если пациент не получал назначения в рамках его госпитализации, то затем этот процесс очень затягивался. Поэтому был издан приказ по больнице, когда минимальный объем исследований назначался уже врачом, принимающим пациента в приемном покое. А затем после консультации врача-специалиста могли быть назначены любые другие необходимые дообследования для уточнения и проведения дифференциальной диагностики. И что касается профилактики падений, мы разработали брошюру «Хватит одного. Профилактика падений», по которой проводили обучение с пациентами. Набор также мы проводили в течение полугода с последующим годичным наблюдением, но вы видите, что количество пациентов, выявленных за эти полгода в центре, существенно возросло. И нам удалось улучшить те самые разделы, которые на первом этапе нас не удовлетворяли. Если говорить о полноте идентификации, вы видите, что для пациентов с переломом проксимального отдела бедра и тел позвонков идентификация превышала 90%, с переломом плечевой кости достигла почти 80%. Что касается сроков оценки после перелома, вы видите, что они стали очень небольшими, буквально приближались к месяцу, когда мы уже назначали лечение после перелома. И только у пациентов с переломом проксимальных тел позвонков все равно сохранялись очень большие сроки. Но это было связано с тем, что обращались впервые к травматологу они спустя 3 месяца после факта перелома, в то время как обследование в центре составляло всего 23 дня. И инициация терапии остеопороза достоверно увеличилась, консультировались в центре 80%, кальций и витамин D 93% получали к моменту выписки, патогенетические препараты предписывались 70% пациентов. После этого, заполнив унифицированный международный опросник, мы направили его в координационный центр Международного фонда остеопороза, который признал организацию службы в городе Ярославле, присвоив ей серебряный уровень достижений. И подводя итог нашей вот такой этапной работе, мы сделали следующие выводы, что для создания эффективной работы службы профилактики повторных переломов, во-первых, конечно, необходимо наладить ту самую взаимосвязь с травматологическим учреждением. Либо это должен быть центр внутри самого травматологического учреждения, либо в близкой доступности, чтобы лечить и уделять внимание этим пациентам. Наличие специалиста, подготовленного по проблеме остеопороза, максимально близко приближенного, опять же, к этим пациентам, чтобы им не приходилось долго искать эту помощь. Введение в штат медицинской сестры-координатора я показала, насколько эффективно позволяет улучшить основные организационные характеристики работы. И мы рекомендуем проводить самостоятельно, как мы назвали, самоаудит работы по опроснику системы лучших практик, для того, чтобы выявлять недостатки и поэтапно улучшать их для достижения максимальных результатов. И в 2016 году Международным фондом остеопороза в рамках вот этого проекта Capture the Fracture был инициирован проект наставничества, который включает в себя 2 основных раздела. Это проведение воркшопов, то есть
наставники приезжают, да, ну, вот в нашей стране в 2016 году, это было в городе Санкт-Петербурге проведен такой воркшоп, и в группах идет работа, обсуждаются наиболее проблемные вещи. И есть вариант работы, это однодневный тренинг в том центре, где налажена служба профилактики. И таким центром стал наш центр в городе Ярославле, потому что он был первый зарегистрирован на Международном фонде остеопороза. И за 2017 год у нас прошло 4 подобных дня тренинга, когда специалисты из разных регионов приезжали к нам учиться. И на сегодня надо сказать, что в России создано 8 подобных служб в различных регионах. И 4 из них, вот я их обвела, это те доктора, которые прошли обучение в нашем центре, поэтому можно сказать, что данный проект наставничества работает достаточно хорошо. И хотелось бы мне закончить таким лозунгом, который в этом году был предложен Международным фондом остеопороза, как девиз «Движение против остеопоротических переломов», и сказать, что, наверное, вот эти службы профилактики повторных переломов, если они будут создаваться повсеместно, и являются залогом того, чтобы увидеть нам мир без остеопоротических переломов. Спасибо большое. Спасибо, Ксения Юрьевна. Коллеги, можно задать вопрос, наверное, если созрели сейчас. Ну хорошо, в конце, наверное, будет обсуждение. Присаживайтесь, Ксения Юрьевна. Значит, следующий доклад у нас кандидат медицинских наук, доцент Петряйкин Алексей Владимирович, старший научный сотрудник научно-практического центра медицинской радиологии. Доклад на тему «Асинхронная денситометрия с помощью компьютерной томографии». Пожалуйста, Алексей Владимирович. Добрый день, уважаемые председатели, добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте предложить вашему вниманию доклад по асинхронной КТ-денситометрии. На этом слайде мы показываем важность